Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В начале об основных темах к этому часу. Высока вероятность чрезвычайных и аварийных ситуаций в 6 районах республики из-за усиления ветра и сильного снега, предупредили в Якутском управлении гидрометеослужбы. Борьба с безнадзорными животными усилена в Хангаласском районе. В Лусе с начала этого года нападению бродячих собак подверглись 21 человек. Надежный тыл – путь к победе. В рамках месячника, посвященного Дню матери, в Нюрбинском районе прошел патриотический автопробег. О высокой вероятности возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в 6 районах республики из-за усиления ветра и сильного снега предупредили в Якутском управлении гидрометеослужбы. В ближайшие сутки в Кобяйском, Жиганском, Анабарском, Булунском районах ожидается усиление юго-восточного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. Метель в Оленёкском, Жиганском, на севере Мирнинского снег местами сильный. Речь идет об объектах теплоэнергоснабжения и связи. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов. Налоговые поступления в бюджетную систему России за 10 месяцев этого года составили почти 46 триллионов рублей. Это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Он пояснил, что этот показатель включает в себя полностью и бюджет, и внебюджетные фонды. Наиболее хорошие показатели, по словам главы ФНС, по федеральному бюджету. Туда за отчетный период поступило 20,2 триллиона рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Спасибо большое, вы подписали закон, что у нас автоматизированная система, упрощенная налоговая система со следующего года открывается как возможность для всех регионов. Что это значит? Это такая система, где теперь не налогоплательщики заполняют декларации, а мы заполняем за них декларации. Мы собираем все данные банковской системы, все данные онлайн-кассовых машин, обрабатываем их и представляем налогоплательщикам, по сути, предзаполненную декларацию. Они нас могут поправить или согласиться с нашими данными. Слава богу, уже все отточено, там практически никаких изменений плательщики не вносят, что говорит о том, что у нас такие консистентные данные. И таким образом открывается возможность теперь всем регионам, теперь раньше было только 4 экспериментальных, теперь все регионы могут выбрать возможность работы с таким режимом. Это что касается автоматизированной системы. При этом она базируется, как теперь и все налоги, она базируется на нашем едином налоговом счете. Якутская база авиационной охраны лесов празднует юбилей – 80 лет со дня образования учреждения по борьбе с пожарами. Эта дата совпала с 85-летием создания лесного хозяйства Якутии. На мероприятии присутствовали ветераны службы, а также наиболее отличившиеся сотрудники. В настоящий момент по республике действует 21 отделение авиалесохраны, а общая численность работников учреждения составляет 740 человек. За следующие 3 года за счет федеральных средств общий штат сотрудников увеличится до 1000 человек. Количество отделений до 26. Самое главное, что финансирование предусмотрено с федерального бюджета. Благодаря, конечно, огромной работе нашего главы Арсения Сергеевича Николаева, правительства республики. То есть работа приняла огромная. И уже на следующий год нам выделяется 2,7 миллиарда для создания 2 авиаотделений. Это Витимского, Санихтатского и увеличения численности на 150. Последующий год еще 2 отделения. Это Среднеколым, Жиганск. И на 3-й год Абыйское авиаотделение. Так что мы постепенно заходим в арктическую зону, и я думаю, что ситуация с борьбой по лесным пожарам у нас будет с каждым годом должна улучшаться. Тем временем Якутия готовится к масштабному празднованию декады Олонхо. С 25 ноября по 5 декабря запланировано более 80 мероприятий на площадках Якутска и в районах республики. Это конкурсы и форумы, фестивали и десанты, выставки и творческие смены, спектакли и конференции, а также многие другие мероприятия с участием ведущих сказителей и исполнителей Олонхо, актеров и экспертов. Именно признание ЮНЕСКО шедевром наш Олонхо, Агафья Еремеевна в свое время именно научное обоснование вместе со своими коллегами подготовила, и на протяжении многих лет, десятилетий она и занималась научно-исследовательским направлением Олонхо.
В Якутии можно получить финансовую помощь при подключении жилого дома к газу. В этом году ее размер увеличен со 150 до 202 тысяч рублей. Региональная программа по поддержке семей при подключении жилого дома к газу реализуется с 2011 года. Также второй год работает федеральная программа на условиях софинансирования. В этом году на поддержку семей при подключении жилого дома к газу предусмотрено 206 миллионов рублей, в том числе 189 миллионов из бюджета республики. В Хангаласском Улусе с начала этого года нападению бродячих собак подверглись 21 человек, из которых 13 дети. Однако отмечается, что травмы оказались незначительными и никто серьезно не пострадал. Тем не менее, работа по регулированию численности безнадзорных животных в районе поставлена на усиленный режим. Подробности расскажет Виолетта Засимова. С 15 октября в районе стартовал двухмесячник по регулированию численности безнадзорных животных. С этого момента начались рейдовые мероприятия, в которых участвуют представители департамента ветеринарии, административной комиссии, муниципальных образований и сотрудники полиции. Участники рейда обследуют территории населенных пунктов на предмет наличия собак на самовыгуле. При обнаружении составляется протокол на имя владельца. По Улусу составлено именно по рейдам где-то свыше 20 протоколов. Есть 2 протокола повторные. В основном это первичные протокола идут. Штраф за первый случай от 1 тысячи до 3 тысяч. По части второй за повторное нарушение уже от 3 до 5 тысяч. На сегодняшний день исследовано более 11 населенных пунктов Улуса. В некоторых поселениях работа местной администрации с безнадзорными животными оставляет желать лучшего. Но есть и положительные примеры. Например, в Актемском Наслеге с 2018 года ведется реестр всех домашних животных. И сейчас они обновляют этот реестр всех домашних животных, которые находятся у них на территории. У них даже есть фотографии всех собак. И по картотеке они могут найти по фотографии собаки хозяина. У каждого муниципального образования свои методы отслеживания безнадзорных животных. Например, в небольшом селе Тумул в этом деле помогают мессенджеры. Обычно наши жители сами фотографируют, если собаки какие-нибудь бесхозно гуляют, отправляют в WhatsApp-группам. В этом случае мы сразу обращаемся к нашему ветеринару, чтобы она определила хозяина. Если хозяин определяется, мы сразу звоним, отправляем фотографию, требуем, чтобы привязали. Если у бродяжки нет хозяина, вызывается служба по отлову собак. С начала года в районе было выловлено 204 собаки, из них стерилизовано 63, кастрировано 139, маркировано 201 и вакцинировано 203. После всех необходимых процедур их выпускают в естественную среду обитания. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. В Якутске состоялась презентация книги, посвященная 90-летию со дня рождения известного якутского поэта и общественного деятеля Саввы Тарасова. Автором издания выступил Александр Тарасов, родственник поэта. Книга представляет собой уникальный сборник воспоминаний, собравший свидетельства друзей, родственников, коллег и журналистов. Публикация позволяет читателям приблизиться к личности и творчеству выдающегося поэта, а также увидеть его влияние на развитие республики. В презентации приняли участие земляки поэта из Горного Улуса, а также почетные журналисты и писатели Якутии. Сегодня в городе Якутске мы проводим мероприятия, посвященные завершению года, юбилейного года Саввы Ивановича Тарасова. Книга посвящена Савве Ивановичу Тарасову, его работе, ну и немножко по его семью, про Шалвугонский наслег, но прежде всего, конечно, про его общественную и литературную деятельность. В рамках месячника, посвященного Дню матери в Нюрбинском районе, прошел патриотический автопробег «Надежный тыл. Путь к победе». Он стартовал с Хорулинского наслега, далее был проведен в селе Чапанда и сегодня был организован в селе Сюльцы. В рамках этого мероприятия проводятся мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, пошив обмундирования и теплых вещей для бойцов специальной военной операции. Кроме этого, организуются акции по сбору книг, книги Донбассу, письмо солдату, письмо папе и многое другое. На следующей неделе организаторы и участники посетят Мальжигарский наслег.
основным организатором автопробега, помимо администрации района, помимо Женсовета района и Комитета семей воинов Отечества Республики Саха-Якутия, является клуб жен воинов СВО Нюрба-Нюргуннара, Нюрбинские подснежники, и руководитель нашего объединения Варвара Георгиевна Плотникова презентует видеоклипы, которые мы выпустили, да, ну, которые, если честно, очень трогают душу и сердце любого, кто смотрит. Тем временем в Усть-Алданском Улусе прошла презентация книги журналиста Павла Пермякова «Телеке. Барагонские якуты». В книге автор отразил свой взгляд на историю формирования и развития барагонских якутов. Опираясь на многочисленные литературные источники, на основе их анализа он попытался проследить путь своих предков для историков, краеведов и широкого круга читателей. Тираж книги составляет 550 экземпляров. На анализе всех этих фактов и документов, на своих тоже наблюдениях, вот написал очень такую, можно сказать, не только интересную, но исследовательскую работу. Вот поэтому сегодня в презентации этой книги присутствуют и ученые, и краеведы, и этнографы, и фольклористы. Республиканская спартакиада адаптивных видов спорта «Джулур» пройдет в 2026 году в Вилюйском Улусе. В связи с этим в город Вилюйск посетила рабочая комиссия во главе с заместителем министра физической культуры и спорта республики Аида Антоновым. Посетили места проведения спартакиады. Помимо этого, в этот же день проведена улусная спартакиада среди инвалидов. В ней участвовали более 70 участников. В этой спартакиаде проводится отбор спортсменов для участия на спартакиаде «Джулур» в 2006 году. Используя их ресурсы. Рабочее совещание проводится в рамках декады инвалидов и детей инвалидов в городе Вилюйске. Вот здесь, значит, решаются вопросы по организации проживания, питания участников, мест проведения определяем, да, соревнований. Соревнования будут проводиться по 6 видам спорта, по 4 категориям. К участию, конечно же, участие будет принимать вся республика. К этому часу это все новости. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.